Дорогой шейх, сегодня что за день? Сегодня женится наш любимый брат шейх Аямуддин. Машаллах, Алхамдулилlah, машаллах. Мы долго думали. Шейх Аямуддин, он же молодой совсем. Да, машаллах. Он уже шейх? Молодой шейх, да. Молодой шейх? Молодой шейх. Чем он заслужил это Машаллах. звание? Коран, машаллах. Коран. Субханаллах. Алхамдулилlah. Он знает Коран? Он знает Коран, знает караат Корана, алхамдулилlah. Сколько караатов? 10 караатов знает. Я, субханаллах, во сколько лет Аямуддин? 19 лет. 19 лет уже 10 караатов. Коран выучил в 6 лет. 6 лет Коран выучил. 6 лет начал учить, в 10 лет закончил. Ай, машаллах. И сегодня свадьба в 19 лет. 22 сегодня, да? 22. 20, машаллах. А кто избранница? Тоже Хафиза? У нее сколько караатов? Стесняется, брат. Вообще про супругу говорить будущую стесняется. И здесь дуа на экране. Баракаллаху лякума, баракаллаху алейкума, ва джамаа байнакума фил хайр. Это дуа, который читал пророк Мухаммад, мир ему благословения, молодоженам на свадьбе. Пусть Аллах Всевышний благословит вас и не спошлет благословения вам и соединит вас в благе. Иншаллах. Все мы здесь собрались во имя такого знаменательного, торжественного события, бракосочетания Аямуддина, соединения двух семей, соединения двух сердец. И, безусловно, это событие крайне важно. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا أخي الشيخ أيام الدين. Здесь, если позволите, я параллельно буду говорить. Это вот один из очень известных шейхов в арабо-мусульманском мире, который ведет очень активную деятельность в сфере тахфиза Корана, обучения Корана в целом, заучивания Корана, изучению коранических наук. Шахрзад Абдурахман Тахир является членом довольно авторитетных комиссий в рамках конкурсов Корана по всему миру. Он также возглавляет одну из активных организаций, которая располагается в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах, которая также уделяет очень большое внимание вообще хафизам Корана. По милости Аллаха Субхану ва Тааля мы пришли на это мероприятие Аль-Валима, которое посвященное нашему брату шейху Аямуддину. Аллахи полюбили его ради Аллаха Субхану ва Тааля. И альхамдулилля, между нами нету каких-то там финансовых отношениях, между нами нету какие-то там дела, бизнеса, между нами любовь ради Аллаха Субхану ва Тааля. Мы любим его, потому что он любит Аллаха, потому что он любит Коран, потому что он любит слово Аллаха Субхану ва Тааля. Это Аллах гордость для нас. Как сказал шейх Шерзад, фахр для Руси, то есть это гордость для нашей страны. Альхамдулилля, когда я был маленьким, еще в 6 лет начал изучать Коран, в 10 лет закончил Коран, альхамдулилля, 10 караатов Корана выучил. Сейчас вот у шейх Абдул Мухсин Касима выучил Бухари и Муслим наизусть. Альхамдулилля. И для Аллаха Субхану ва Тааля, он очень мутавади, очень скромный. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман тавадаа лиллахи рафа'аху Аллах». Тот, кто ради Аллаха Субхану ва Тааля проявляет скромность, Аллах Субхану ва Тааля этого человека возвышает. Поэтому да, Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он был среди ангелов, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Кари аль-Кур'ан махирун бих, ма'a кирами сафарати аль-барра». Тот, кто читает Коран, профессионал в этом деле, он вместе на одном уровне с ангелами, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Также, альхамдулилля, как ему сказал имам Шатиби, «Хани'ан мари'ан валидака алейхима, малабису анвари мин ат-таджи валь-хуля». То есть можно поздравить его родителей, которым наденут в судный день корону, одежду из золота и жемчуга. И как раз его отец, наш любимый старший брат шейх Курбан, всегда он с ним в любом сафаре. Когда в Медине были, мы вместе встречались, вместе с шейхом, альхамдулилля, он вместе со своим сыном, альхамдулилля. Это заслуга, после Аллаха Субхану ва Тааля, это в первую очередь заслуга его отца, который всегда с ним был, его как за руку брал, альхамдулилля, на всех конкурсах везде с ним, на все путешествия по изучению Корана вместе с ним, альхамдулилля. Поэтому да, Аллах Субхану ва Тааля, вот этот труд, который он вложил, чтобы этот труд он получил плоды в судный день, вот эту одежду из жемчуга и золота, которую наденут на часа Корана, альхамдулилля.
فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملأ. А что касательно самого часа, альхамдулилля, это элита судного дня, это приближенные люди к Аллаху Субхану ва Тааля. Ахлюл Кур'ан хум ахлюллахи ва хасату. Поистине, те, кто с Кораном живут, эти люди, приближенные к Аллаху Субхану ва Тааля, избранные из его людей. Поэтому, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вышел среди сахабов и сказал: «Инна акра'акум Убей». Поистине лучший чтец из вас Корана Убей. Мало кто знает Убей ибн Ка'б. Много знает Абу Бакра, Умар, Уthман, Али, Талха, Зубейр. Но Убей мало кто знает. Почему? Но однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, всем сахабам сказал: лучший чтец из вас Убей. И один раз пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я Убей, инна Аллаха амарани ан акра алейка сурат аль-Баййина». О Убей, Аллах Субхану ва Тааля приказал мне прочитать сурат аль-Баййина. Тогда он сказал: «Я Расул Аллах, саммани лак». О посланник Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля упомянул мое имя тебе. То есть среди ангелов Аллах сказал Убей. Не сказал Абу Бакр, не сказал Умар, сказал Убей. Каля на'ам. Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да. Фанфаджара бука'a. И сильно он от радости расплакался. Поэтому чти Корана, те, кто вместе с Кораном, они, альхамдулилля, они, их имена упомянуты среди ангелов Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому ман ахабба калам Аллах, хаббаху Аллах. Тот, кто полюбил слово Аллаху Субхану ва Тааля, Аллах его полюбил. Когда мы разговариваем с шейхом Аямуддином, он говорит то, что у нас бывает то, что мы вообще неделями не выходили из дома, только читали Коран, только повторяли, только изучали. Поэтому, альхамдулилля, такие, если у нас братья среди нас есть, это для нас, альхамдулилля, большая милость от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И сегодняшний день, да, мы собрались, чтобы поздравить. Это является ответить на призыв дa'ва, аль-валима, аль-ваджиба, истиджаба аль-ваджиба. Обязательно мы, альхамдулилля, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, пришли сюда и ответили на это приглашение. Сегодняшний день, брат мой, шейхана, вы выступаете в такую, как бы, жизнь, мас'улия, ответственность. Поэтому, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Ур-раджулу ра'ин, ва хуа мас'улун ан ра'ияти». Мужчина, он является пастухом и отвечает за свою стаду, за свою семью. Поэтому ответственность, альхамдулилля, вы взяли на себя сегодняшний день. И Аллах Субхану ва Тааля в этой жизни все сотворил с парами. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Мин кулли шейин халакна завджайн». Из каждой вещи Аллах сотворил пару. Поэтому ученые говорят: «Аль-аслу халаик завджан». Основа всех созданий — это двое. Это пара. Нашего отца с вами Адама, алейхиссалям, Аллах в Коране говорит, сотворил мин суляляти мин тин, сотворил из глины. Глина — это что? Это вода и земля вместе смешать, получается глина. Аллах Субхану ва Тааля халакана мин шейин тахир. Аллах нас сотворил из чистой вещи. И опять же, когда мы берем омовение, берем вуду водой, если воды нет, делаем таяммум землей. Аллах Субхану ва Тааля юраджи'ана лил асл. Аллах возвращает нас на основу, на ту основу, из которой нас сотворил. И вел Адама, алейхиссалям, в рай. В раю пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма ла айну ра'ат, ва ла удхуну сами'ат, ва ла хатара аля кальби башар». В раю то, что глаз не видел, то, что ухо не слышало. И человек такую красоту не может представить. Но однако, даже будучи в раю, его сердце не успокоилось, Адам, алейхиссалям, до тех пор, пока Аллах Субхану ва Тааля не сотворил ему пару. Из него же нашу с вами маму Хауа, алейхиссалям. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан». И знамение Аллаха Субхану ва Тааля для вас, то, что Он из вас же вам сотворил пару. Для чего? Первое что? Литаскулу илейха, чтобы вы успокоили, чтобы ваши сердца получили успокоение с вашими супругами. Опять же, даже если посмотреть, большого олигарха возьмем, например, у него большой дворец, в большом доме, но он один живет, ему всегда скучно там. То есть это все. Даже в раю, субханаллах, было скучно Адам, алейхиссалям. Поэтому, когда есть супруга, когда есть дуррия, семья, потомство, альхамдулилля, вот в этот момент человек получает успокоение. И даже пока ученые говорят, пока мужчина не женат, его нельзя назвать полноценным, потому что из природы завджань, это должна быть пара. Девушка, пока не вышла замуж, она не полноценная женщина. То есть должна, вот когда они вместе сошлись в этой дунье, тогда уже можно их назвать полноценными. Второе, субхану ва тааля говорит: «Ваджа'аля бейнакум мавадда». Между мужем и женой Аллах субхану ва тааля создал мавадда. Мавадда, то есть не просто любовь, как махабба или как ишк, есть другое слово. Мавадда, зукра фи лисани аль-араб, говорится, что это риая, забота. Вот именно такая вот чувство заботы между мужем и женой должно быть. И третье, рахма, милость. Вот эти три вещи, если беречь, то, альхамдулилля, иншаллах, семьи будут крепкими, если будет всегда спокойствие. Часто бывает то, что люди в семье беспокойство из каких-то мелочей сами создают. Нужно беречь спокойствие, нужно беречь вот эти, заботиться друг о друге, чувства. И также третье, милость. Все отношения должны быть построены на милости. И субхану ва тааля сказал: «Инна фи залика ла аят
لقوم يتفكرون. Поистине в этом знамение для размышляющих людей. Аджиб, субханаллах. Аллах субхану ва тааля сказал: мин аятихи, из знамений его, и закончил это же ая: инна фи залика ла аят. Поистине в этом знамении. Почему? Литта'кид, для конкретизации. Например, Аллах субхану ва тааля говорит про Ибрахима алейхиссалям: инна Ибрахим кана умматан канитан лиллахи ханифа ва лам якун миналь мушрикин. Ибрахим алейхиссалям был уммой. Один человек как община, ютатабба. Все вопросы понятно, то, что Ибрахим алейхиссалям, если один человек был как уммой, значит он праведный человек, единобожник. Аллах субхану ва тааля добавляет и говорит: канитан лиллах. Он был искренним Аллаху, покорным Всевышнему субхану ва тааля. Если он был покорным, все вопросы ширка отпадают. Аллах субхану добавляет: ханиф, единобожник. Субханаллах. И в конце: валям якун миналь мушрикин. Не был в числа мушриков, литта'кид, для конкретизации. Поэтому здесь субхану ва тааля в этом ае говорит из знамения Аллаха, то, что Он из вас же вам сотворил пару для 3 вещей, и закончил: поистине в этом и есть знамение. Семья — это великое знамение, великая милость Аллаха субхану ва тааля. Также Аллах субхану ва тааля, только Он может объединить 2 сердца между собой. Аллах субхану ва тааля в Анфаль сказал: «Ва'аллафа байна кулубихим». Аллах сблизил их сердца. Этот ая был касательно 2 кланов, Аль-Аус валь Хазрадж, которые всегда между друг другом воевали, враждовали. Но однако хукм этого ая ам, на всех распространяется. Только Аллах субхану ва тааля может сблизить сердца. И субхану ва тааля говорит: «Лау анфакта ма фил арди джами'ан, ма аллафта байна кулубихим». Даже ты, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, не можешь сблизить сердца, если отдашь все богатство этой земли. «Валякин Аллах аллафа байнахум». Только Аллах субхану ва тааля, Он может сблизить. А шайтану всегда ювасвис фи судури нас, нашептывает в сердца людей 2 вещи: аш-шубухат ва шахават. Нашептывает страсти и нашептывает сомнения. Сомнения и страсти. Поэтому Аллах субхану ва тааля сказал: инна шайтана лакум адув мубин. Поистине шайтан ваш явный враг. Хочу сказать, если бы мне сказали бы назвать лучшего отца современности, я бы сказал, что это шейх Курбан, наш дорогой брат, машаллах, который воспитал вот такого красавца, как Аямуддин. Здесь немного людей, и я так понимаю, что это самый близкий круг. И я счастлив находиться в этом кругу, баракаллаху фикум. Джизакум Аллаху хайра, Аямуддин, тебе, и в первую очередь твоему отцу. Дорогой, на кого смотришь, вот взгляд оторвать трудно бывает. Баракаллаху. Машаллах. Пусть Аллах одарит благом вас всех и ваши семьи. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья. Я, честно говоря, завидую нашему брату, потому что с такими знаниями вступать в семейную жизнь и знать практические ответы на все вопросы — это огромная милость Всевышнего Аллаха. Потому что семейная жизнь — это один из наиболее ответственных моментов в жизни человека. Ведь мы все учимся управлять автомобилем, получаем права, сдаем экзамены, чтобы сесть за руль автомобиля. Но сесть за руль семьи намного ответственнее и тяжелее, чем управлять автомобилем. И многие из нас вступали в семейную жизнь, будучи неподготовленными. А наш брат с книгой священного Корана в сердце начинает этот ответственный период своей жизни. Пусть Аллах Всевышний воздаст, иншаллах, даст благословение, соединит вас в благе, как говорится в дуа нашего пророка Мухаммада, мир ему благословения. Пусть сделает примером для подрастающих поколений. И я своему сыну тоже теперь ставлю в пример нашего брата Аямуддина. Он тоже читает Коран сейчас. Эту высокую планку я ему задаю, и я уверен, что многие отцы сейчас задают эту планку нашему брату Аямуддину. Но будучи отцами, мы где-то в глубине души сами себе в укор ставим пример нашего шейха Курбана. То, как он смог пожертвовать собой, своим свободным временем ради своего сына, для того, чтобы сделать из него носителя Корана в сердце. Это мало кому удается, такая жертвенность. Пусть Аллах Всевышний бережет вашу семью, дарует вам счастье и продлит ваши годы, чтобы как можно дольше были маяками для всей нашей умы. Баракаллаху фикум.